Ну, во-первых, на самом деле правильная, хорошая, интересная встреча, только единственное, мы чуть-чуть ушли в сторону. В апартаменты. Я как человек, да, вот ушли в апартаменты. Да? Ну, наверное, все же вот, развитие нашего государства, да, это чуть шире. Да, вот, вообще, мне понравилось от Гуру Миранович как раз то, что вы сказали, да, апартаменты, вот я не знаю, я за или против, я так не могу сказать, понимаете? Я не услышал экономики в этом, понимаешь, в апартаментах, на самом деле. Я как бывший мэр, как бывший мэр города, да, я тоже что-то знаю, видел, что-то там в этой Абхазии видел и делал с первых дней после войны. Там, понимаете, во всем нужно тут, вот просто говорить, что да, там 100 тысяч апартаментов мы продадим и озолотимся, ну так нельзя рассуждать. Понимаете, просто это настолько, знаете, ну, несерьезно. В гостиницах ты видишь? Нет, в гостиницах тоже. Нет, не вижу. То есть я не готов, я экономист, я все же ученую степень имею, значит, экономиста, и производством занимался. И, я говорю о другом. Я считаю, что Абхазию надо развивать комплексно. Понимаете, то должен быть какой-то, ты правильно абсолютно сказал, я с тобой полностью согласен, надо определить приоритеты, во-первых. И потом есть наука, слушайте, считается программа развития, она так просто, вот я хочу сегодня построил апартаменты, вот сегодня посмотрите в городе Сухум, я еще в советское время, значит, занимался этими вопросами, вот как он застраивается, на что он похож стал город, вот это вот мы об этом не говорим. Мне очень понравилось, мы сегодня говорили, да, вот это даже экономику отставит. Где наша Абхазия? Где наша молодежь? Вот эти вопросы мне кажется, все это надо ставить вот комплексно как-то разработать. И очень важно, да, вот спасибо тебе, то, что ты сейчас сказал. Давайте мы свой лимит на всякие там сжигать покрышки, раскачивать автобусы там, и так далее, мы уже полностью, значит, на несколько поколений вперед уже используем. Я считаю, что любая позиция, ну, от Гуру Мирановича, насколько знаю, он отдельные вещи предлагает. Я, например, хотел бы поговорить с правительством, когда вот здесь тоже посадить, значит, председателя правительства и его заместителей, чтобы мы у них спросили, а что вы собираетесь делать? Где ваши, куда вы идете вообще? Куда идет абхазское общество? Пока мы здесь сидели вот с послом сейчас и говорили, пока мы не научимся говорить правду друг другу, да, вот, говорить честно, искренне, у нас ничего никогда не получится. Слушайте, после войны мы город Сухум восстанавливали, да? Слушайте, ну, многие вот, не знают этого, потому что ты был свидетелем. Первый троллейбус, когда запустили, помнишь, что это означало для нас? Радовались. Слушайте, я, значит, ну, с моей командой там сухумской, да, мы тогда шутили, говорили там вискас, это самое, говорили, кушали. Я с ними вместе по банке тушенки и, значит, булки хлеба, значит, вот мы сидели, только у нас ничего нет, у тех денег, которые сегодня имеет город Сухум и Абхазия. Да. Я абсолютно согласен с тем, что в Абхазии деньги есть. Развивать Абхазию можно. Деньги у кого есть? Нет, у кого есть, я не говорю, не есть. Коммунистов нет. Что я не вижу, понимаете, тут мне кажется, да, нам пора научиться, значит, говорить, ну, во-первых, более конкретно, да. Если мы говорим о том, что мы хотим развивать Абхазию, мы должны для себя определиться приоритеты, да, первое, второе, третье, четвертое, и более конкретно.